Минтруда Таджикистана на стороне российского бизнеса. Тину Канделаки не пустят в Казахстан. Кыргызстан на пути к диктатуре, уничтожение журналистики. Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ 18 января выпустило пресс-релиз с разъяснением ситуации по забастовке таджикских рабочих на заводе «Химпек» города Шахты Ростовской области. В середине января свыше 50 таджикских и узбекских мигрантов повелись на провокацию человека, который ранее работал в Великобритании, говорится в пресс-релизе. Таджикские чиновники заявили, что протест рабочих был неправомерным, так как якобы в прошлом году рабочим повысили зарплату до 80-85 тысяч рублей. Напомним, что 15 января 55 трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана провели забастовку на заводе «Химпек» с требованиями повысить зарплату и выплатить отпускные за прошедший 2023 год. Администрация предприятия, в свою очередь, выплатила бастующим зарплату за первую половину января и выгнала с работы. Недовольные трудовые мигранты таким несправедливым решением обратились с видеообращением к правительству Таджикистана, чтобы соответствующие ведомства вмешались и защитили их права. من همه قدر آدم برای داکومنت گیری جمع شدیم. در اونجا داکومنتی ما رو داده ایستادن. خدا خواهد میرویم. میگویند مجبوری برآمده روید از اینجا. Вместо того, чтобы поддержать нас, представители Минтруда поддержали российского работодателя. Наши ребята не сделали ничего плохого. Это и не провокация, и не правонарушение. Российский работодатель знает, что власти Таджикистана не поддерживают мигрантов, поэтому и увольняют их, и не платят достойную зарплату, рассказал один из мигрантов на условиях анонимности. Россияне, преступники, уходят от ответственности. Также мигранты заявили в интервью Азади, что в пресс-релизе Минтруда Таджикистана информация не соответствует действительности. Они никогда не получали зарплату в размере 80-85 тысяч рублей, а руководство Химпек не выполнило ни одного из своих обещаний. باید اوده دوده اینها 15% اولیگ میخواست باید اولیگ ما 80 تا باید در کارتمون پول میگذاشت 80 تا کمش 75 تا ما باید اولیگ میگرفتیم. از من مثال آوردم 64 اولیگ من است نه بچه‌ای که هستن 45000 گرفتگان. Примечательно, что в конце прошлого месяца президент Рахмон в своем выступлении перед парламентом неожиданно затронул тему трудовых мигрантов, пообещав защитить их права. Как и ожидалось, его обещания оказались всего лишь популистской риторикой, что наглядно продемонстрировало Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها زنهای تاجیک بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزاران. Ответственности в «Газпром Медиа Холдинге» находятся такие каналы, как ТНТ. Российская телеведущая и директору канала ТНТ Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за заявления о вытеснении русского языка в стране. Об этом сообщил журналистам представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 22 января на брифинге. Заявил Смадияров. Он также высказался по поводу критики высказываний Канделаки в казахстанском сегменте соцсетей. сондықтан ондай екінші өкінішті мәселе көрші елдегі азаматтар, көрші елдеріміздің өзіміздің достарымыз біздің ел туралы сондай беймәлім екені өкінішке орай сол адамға кішкене өкпелетеді. Өйткені біз туралы ақпарат оларда дұрыс емес, біздің елге келіп көрсін, қалай өмір сүріп жатқанымызды ойдан шығарып жаза бергеннен енді әлеуметтік желіде қырылысқанша орында өзіміздің жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Напомним, что ранее Канделаки высказалась по поводу намерения казахстанских властей заменить русские названия железнодорожных станций на казахские.
В Казахстане медленно, но верно продолжает вытеснять русский язык на государственном уровне. Минтранс республики захотел переименовать несколько ЖД-станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал и Узень на Жанаозен и так далее. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком. Закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко. Особенно удобно прикрываться историей для продвижения вот таких вот сомнительных решений. Написала она в своем телеграм-канале. Вот смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская ССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. В октябре 2023 года МИД Казахстана сообщил журналистам о существовании списка нежелательных для въезда в Казахстан лиц. Кроме Канделаки в этом списке находится также кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян. Естественно, мы этот список ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать, сказал журналистам 2 октября 2023 года представитель МИД. Хватит, ребят. Наигрались в безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда представители российского политического истеблишмента и прессы продвигают пропагандистский нарратив о притеснении русского языка и русофобии в Казахстане. Реакция казахских властей каждый раз оказывается беззубой, что неудивительно, ведь Россия обеспечивает безопасность нынешнего режима Токаева, власть, а возможно и жизнь которого сохранили российские войска, жестоко погасившие народную революцию в январе 2022 года. Токаев же в ответ не забывает демонстрировать глубокую благодарность своим спасителям, при каждом удобном случае публично заявляя, что Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. В декабре 2023 года Токаев в интервью телеканалу Евроньюз описал свое видение будущих отношений с ныне международным изгоем Москвой. Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая протяженная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них, заявил он. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. От адвоката вы отказываетесь? В Кыргызстане решили окончательно покончить с независимой журналистикой. Так, 15 января сотрудники ГКНБ провели обыски в офисе портала 24KG, конфисковав оборудование и задержав генерального директора издания Асель Оторбаеву, а также главных редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря. 16 января уже сотрудники МВД провели обыск в офисе Темиров Лайф. Конфисковали оборудование, а также обыскали дома и арестовали 11 нынешних и бывших сотрудников. После допросов 11 из 14 задержанных были выдворены в СИЗО на 2 месяца. Журналистов агентства 24KG обвиняют якобы в пропаганде войны. Действующих и бывших сотрудников проекта расследователя Болота Темирова силовики пытаются привлечь за призывы к массовым беспорядкам. То есть их допросили, но не отпускают. Сейчас вопрос стоит, им предъявляют обвинения или просто их держат и ждут какие-то указания. Болот Темиров – правозащитник из Кыргызстана и известный журналист, расследователь коррупции, основатель YouTube-канала Темиров Лайф, в рамках которого публиковались расследования о коррупционных схемах в государственных структурах Кыргызстана. В 2022 году власти провели обыск в офисе Темиров Лайф и депортировали Темирова в Россию, хотя он является уроженцем Кыргызстана. Болот Темиров считает задержание его бывших и нынешних сотрудников местью за журналистские расследования, которые публиковали его проекты. Учитывая, что задерживались сотрудники, которые не работают у нас уже 1,5 года, можно говорить, что цель – полное уничтожение всего, что связано с Темиров Лайф и Айт-Айт-Десе. 2 года назад они также думали, что своими действиями уничтожают нашу команду. Но это им не удалось. Сейчас же больше похоже на месть за то, что мы раскрываем их ложь и показываем правду, считает Темиров. Это разворовывание государства, ваши рейдерские захваты предприятий.
Ваши репрессии, которые вы устроили против инакомыслящих и критиков. Что же касается портала 24KG, то истинная причина его преследований может быть связана с освещением вторжения России в Украину. В сентябре 2023 года российские власти заблокировали на своей территории доступ к порталу из-за его репортажей об этой войне. Буквально на этой неделе в отношении информационного агентства 24KG было возбуждено уголовное дело. Это говорит о том, что продолжается тенденция того, что средства массовой информации, свободные средства массовой информации ущемляются, независимые журналисты преследуются. Наблюдатели в Кыргызстане отмечают, что Садыр Жапаров методично действует по уже отработанному Путиным в России сценарию укрепления своей власти и перевода страны в режим диктатуры. Организация войны, уничтожение независимых СМИ, аресты политических оппонентов, так называемая борьба с терроризмом и следующее за этим усиление спецслужб. И это неудивительно, а различные источники уже давно сообщают, что Москва прикомандировала Жапарову своих политтехнологов, чтобы навести порядок в Кыргызстане, обеспечив над ним свой стабильный контроль посредством подчиненного президента. Бүгінгі күнде президенттің саяси технологтары бар. Алар Россиядан келген. Азыр иштеп атышат. Азыр иштеп атышат. Орустар бар. Мен алармен да жолуккам. Жана сиз Орусиянын катышы жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ал күндөрү Орусиянын бийлиги сизге да кайрылып, Ал Тургай президенттик администрациянын жетекчи орун басары Дмитрий Казактын Бишкекке келип кеткендиги белгилүү болгон. Орусия сиз менен сүйлөшкөн учурда Орусиянын бийлик өкүлдөрү эмнелер жөнүндө сөз болду эле, эмне шарттарды койгон жана бийликтин алмашуусунда Орусиянын таасири кандай болду? Биринчиден мен Бортников менен күндө бир 4-5 жол сүйлөшүп аттым. Политический вопростордун бардыгын бул Козак келген. Политический жагын Козак сүйлөштү бардыгы менен. Анткени Козак жалгыз келген жок, бул целый делегация менен келди. Делегациянын көбү биздин Кыргызстандагы көп саясатчыларды тааныган, алар ошолор менен сүйлөшүп, жана бир эмеге келишти да, жанагындай. И алар легитимизацияны берип атышты да. Самое главное ошо. И таасири аябай эле чоң болду.